Смотрите в программе. Ограничения в Якутии продлили до конца месяца. Об эпидобстановке в регионе через несколько секунд. Первую сваю будущего 49-квартирного дома забили в Жиганске. Параллельно с этим там идет реконструкция местного аэропорта. А в райцентр Тампонского района поступил новый пассажирский автобус. После оформления документов он выйдет на поселковый маршрут. Продолжаем эфир нашего телеканала новостями к этому часу. 33 человека с коронавирусом в Якутии находятся в тяжелом состоянии. 5 из них на аппарате искусственной вентиляции легких. Об этом сегодня в ходе брифинга сообщил глава региона. За сутки выявлено 49 новых инфицированных, 39 из которых в Якутске. Всего с начала пандемии зарегистрировано 5424 случая заболевания COVID-19. Айсан Николаев рассказал, что сейчас большая работа ведется по профилактике и контролю заболеваемости среди детей. На учет поставлено 12 тысяч ребят, которые выехали за пределы своих городских округов и районов. У нас по республике сегодня на учет поставлено 12 006 детей. И принятые меры в районах республики, на мой взгляд, позволили, во-первых, достаточно хорошую систему контроля за здоровьем детей, приезжающих в районы, установить. Ну и, во-вторых, конечно же, обезопасить здоровье, в первую очередь, родственников старшего поколения от возможных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Между тем, республика остается одним из лидеров по количеству тестов на коронавирус в пересчете на 100 тысяч населения. За минувшие сутки обработано почти 3000 анализов. Также постепенно идет сокращение коек в инфекционных стационарах и обсерваторах. Несмотря на улучшение ситуации с заболеваемостью, Айсан Николаев сообщил, что пока регион не может перейти к следующему этапу снятия ограничительных мер. Вместе с тем, к сожалению, из-за того, что коэффициент распространения инфекции у нас на прошлой неделе был там 1,1, 1,2, вот сейчас он стал 0,8, мы, к сожалению, не попадаем под требования Роспотребнадзора, при которых снятие вход в третий этап снятия ограничений подразумевает, что коэффициент ограничения распространения инфекции должен быть 0,5. У нас пока по республике 0,8, и еще раз говорю, он у нас на прошлой неделе большую часть был единиц. Поэтому нам еще надо дальше работать над улучшением эпидситуации и по городу Якутску, и по другим районам. Поэтому сегодня мною подписано решение о продлении ограничительных мер по нашим крупным промышленным районам, по городу Якутску еще на неделю по 31 число июля включительно. Систему водоснабжения реконструируют в Верхневилюйском районе Якутии. Водоканал перевооружит водочистную станцию и возьмет на себя обязанность по ее эксплуатации. Кроме того, в дальнейшем планируется, что ресурсоснабжающее предприятие построит кольцевую магистральную сеть водоснабжения в селах Верхневилюйск и Андреевское. Это позволит обеспечить жителей двух населенных пунктов качественной питьевой водой. Проекты по строительству реализуют в рамках стратегии развития предприятия на 2019-2032 годы. В свою очередь, реконструкция водоочистной станции будет проведена в рамках республиканской программы развития систем водоснабжения Вилюйской группы районов и региональной программы «Чистая вода» нацпроекта «Экология». На территории региона на сегодня действует 81 природный пожар. Площадь, пройденная огнем, 342,5 тысячи, активного горения 513 гектаров. Таковы данные авиалесохраны. За сутки возникло 2 пожара и 31 ликвидирован. На тушении привлекалось 873 человека и 84 единицы техники. Сложная лесопожарная обстановка сохраняется на территории Алданского, Верхоянского, Кобяйского, Момского, Среднеколымского, Татинского, Усть-Алданского, Усть-Майского и Тампонского районов, где зарегистрировано 67 очагов природных пожаров. Все превентивные мероприятия по противопожарной защите населенных пунктов выполнены. 14 июля стартовала акция «Скажем мошенникам нет». Сегодня проходит ее заключительный этап, который ознаменует передача эстафеты другим районам. Мероприятие проходит на площади Дружбы в Якутске. Его осветит наш корреспондент Сарглана Неустроева. Сарглана, ты в эфире.
Здравствуй, Василий. На сегодняшний день торжественные мероприятия прошли во всех 8 округах города Якутска. Октябрьский округ оказался последним. Отсюда эстафета акции перейдет к городу Мирный. В рамках акции проводится работа по информированию населения о действиях мошенников. Подробнее о дальнейших планах работы этой акции нам рассказал начальник МВД России Якутска Николай Кульбердинов. Я не скажу, что это мы как бы впервые проводим. Мы до этого весной тоже проводили флешмоб, но только такое разовые мероприятия мы делали. А вот сейчас, в настоящее время, мы сделали более в таком масштабе на весь город. Это в каждом округе, в городе 8 округов, и в каждом округе отдельно сделали такие флешмобы. Скажи мошенникам нет. Да, действительно, по сообщениям сотрудников МВД на сегодняшний день оперативная обстановка на территории города Якутска характеризуется значительным ростом преступности, совершаемых в IT-сфере. Так, по сравнению с показателями на первую половину 2019 года, в текущем году это число увеличилось на 33% регистрируемых преступлений. И хотелось бы сказать о том, чтобы местные жители были всегда настороже и никогда не передавали личные данные, банковские данные мошенникам. Запомните, банки никогда не потребуют у вас ваши личные данные, в том числе номер карты, CVV-код, паспортные данные и так далее и тому подобное. В случае, если вы что-то заподозрили, необходимо сразу же позвонить сотрудникам банка либо в полицию. У меня на этом все. Василий. Да, Саргалана, спасибо за информацию. Ну а мы двигаемся далее. На днях в Жиганске торжественно установили первую сваю 49-квартирного каменного жилого дома по федеральной программе «Переезд граждан из ветхого жилья». Подрядчиком выступает компания «Альянс-2005». Это уже их 4-й крупный объект. С 2012 года построили здание Центральной районной больницы, детский сад, аэровокзал. Также ведется реконструкция взлетно-посадочной полосы аэропорта Жиганск. Строительство многоквартирного дома завершится осенью следующего года, куда будут переселены жители 4 многоквартирных ветхих домов. Я думаю, что к концу года мы уже смонтируем в полном объеме коробку и на следующий год уже приступим к устройству инженерных сетей и отделочными работами заниматься. По мере возможности будем привлекать и местное население. В разные этапы, разное количество персонала будет задействовано в зависимости от последовательности работ. Чуть меньше года осталось до 21-й спартакиады по национальным видам спорта «Игры Манчары». Соревнования пройдут летом следующего года в селе Бердигистяк Горного района. Подготовка идет полным ходом. Строится 5 крупных объектов. Стадион с трибуной на 1000 мест, мобильными трибунами на 3000 мест, многофункциональный спортивный зал, ипподром и универсальный стрелковый комплекс. Новый пассажирский автобус поступил в поселок Ханда Катампонского района. После оформления необходимых документов и подготовки он выйдет на поселковый маршрут. Мария Винокурова продолжит. В бюджете 2020 года по решению администрации и депутатов поселкового совета были предусмотрены денежные средства на приобретение нового автобуса для предоставления транспортных услуг населению в границах муниципального образования. В этом году поселковая администрация совместно с депутатами поселкового совета запланировала в бюджете муниципального образования 3 миллиона рублей для приобретения нового автобуса для оказания этих услуг. В конце июня был проведен аукцион. И вот сегодня радостная весть. Автобус уже у нас в поселке Ханды. В последний раз автопарк обновлялся в 2017 году. Прибывший поселковый автобус отвечает всем современным параметрам для эксплуатации в условиях севера. Вмещает в себя 80 пассажиров, из них 30 мест для сидения. Данный автобус утеплен, зимний пакет установлен, двойное остекление, дополнительные печки, дополнительный водяной подогреватель, и будет гораздо теплее и комфортнее в зимнее время. Обновление автопарка – веление времени.
Новый автобус позволит жителям перемещаться по райцентру в более комфортных и безопасных условиях, особенно в зимнее время. Мария Винокурова, Александр Тиянич, Хандыга, Тампонский район. Нерюнгринец создал целую фотоисторию с бурундуками в лесах Южной Якутии. Он устраивал целое пиршество для зверьков и пока бурундуки обедали, запечатлил их трапезу. С работами фотографа ознакомилась Екатерина Павлова. Вот типичное место, где, по сути дела, обитают наши, самые заметные в тайге зверьки, без которых, наверное, тайга была бы совершенно скучной, неинтересной. Это бурундуки. Фотоисторию о бурундуках Юрий Николаевич начал спонтанно. Сегодня местные фотографы и любители приучают бурундуков к фотопозированию в лесах и на дачах, где маленькие зверьки – частые гости. В лесной массив неподалеку от дома Юрий Коковин наведывался в течение месяца почти каждый день, прикармливая и приручая семейку бурундуков. Но бурундук же не медведь, его прикармливать можно, вреда он никакого человеку не сделает. Только одна, может быть, такая эстетическая польза, потому что общение с природой – это, наверное, есть то лекарство, которое людей спасает от какой-то депрессии, от каких-то, может быть, даже душевных болезней. Поэтому, когда есть возможность, я всегда приезжал и находил как бы отдушину в том месте, где бегали и паслись эти бурундуки. 2 горстки семечек или кедровых орехов. Бурундуки не брезгуют и хлебом. Любят сливочное масло. Любят, в общем-то, все то, что человек кушает, наверное. Даже я пробовал бросать колбасу и ложил вареные яйца. Все это бурундуки кушают. Семейство бурундуков нашло себе друга, человека. И, заслышав скрип колес автомобиля лесного фотографа, забираются на пенек и свистят, ожидая встречи. 1000 кадров, может быть, 1,5, может быть, 2. Я даже не считал. Но каждый раз, нажимая на щелчок, я, в общем-то, улыбался и радовался. Вот еще один сюжетик, вот еще один сюжетик. Эти зверьки любопытные и шустрые. Им всюду нужно залезть, все проверить. Поэтому кадры с ними всегда интересные и смешные. Екатерина Павлова, Юрий Коковин, Захар Головин, Нерюнгри. На этом программа подошла к концу, но наши корреспонденты продолжат следить за развитием событий. Я напомню, что еще больше актуальной информации вы найдете на наших официальных сайтах yak24.ru и nvk-online.ru. Спасибо за внимание и до встречи в следующем часе.